Привет, друзья! Меня зовут Румайза, и сегодня у нас будет подкаст про то, как искусственный интеллект меняет рынок труда. И с нами сегодня два гостя, Лоик Миров и Шухрат. Оба являются специалистами по искусственному интеллекту. Начнем с главного вопроса. Правда ли, что искусственный интеллект уже заменил миллионы рабочих мест? Что касается вообще рынка труда, очень большое влияние имеет, конечно. Каждый этап, каждая технологическая революция приносит с собой свои плюсы и свои минусы. В том числе эти изменения резко могут менять структуру рабочей силы. И в том числе с приходом искусственного интеллекта я тоже наряду с тем, что занимаюсь, скажем, этим вопросом, также занимаюсь вопросами занятости рынка труда. И мы видим, конечно, изменения в сторону именно изменения структуры рабочей силы, изменения новыми навыками и, конечно, в пользу тех лиц, которые умеют и делают, используют в своей работе инструменты искусственного интеллекта, скажем. У нас есть такая тенденция того, что много работ заменяются машинами, можно сказать. Но вопрос в чем состоит? У нас с давних времен всегда появлялись новые технологии, но люди подстраивались. Почему искусственный интеллект такой разный? Почему так много разговоров именно об искусственном интеллекте? Или ты говоришь о футболе, или о политике, или о технологии, то, что более, скажем, более-менее так нейтрально, в то же время может касаться твоей жизни лично. Вот. Поэтому все говорят об этом. Вот. На каждой встрече, неважно, какая встреча, какая тема, все равно кто-то затрагивает эту тему. Это нормально, потому что везде используется, везде облегчает работу, и не надо этого избегать. Просто человеку, любому человеку надо быть в курсе, что происходит, и вовремя меняться под реалиям, и, конечно, это приводит к повышению дохода наоборот. Если возьмем более такой обширный искусственный интеллект, который заменяет работы. Вот последние несколько лет какие места рабочие заменились полностью искусственным интеллектом? Это хороший вопрос. То есть массовая безработица всегда будет опасением. То есть бояться этого можно, избежать этого нельзя. Нужно подстраиваться под все это. Когда, например, изобрели калькулятор, я думаю, тоже математики немного боялись этого. Но опять же, без математиков мы не остались. Нужно уметь пользоваться им, в какой бы профессии не были. Да, безработица, маленькая безработица возможна. То есть те люди, у которых очень рутинная работа, которые не делают что-то очень сложное, они могут потерять работу, в принципе, если их работу может заменить простой инструмент. Но опять же, ChatGPT или другие инструменты, они просто помогают вам с завершением какой-нибудь задачи. То есть получается, большинство рутинных работ заменяется искусственным интеллектом. А мы можем предположить, что искусственный интеллект может заменить учителей или врачей, такие более комплексные работы? Я не думаю, потому что всегда есть человеческий фактор. Человеку всегда нужен человек, грубо говоря. Учитель — это тот человек, который, опять же, работает с учениками. Там важны эмоции, там важно понимать ученика. То есть просто выдавать информацию, но, конечно, понимая уровень студентов, все еще недостаточно. Может быть, когда-нибудь искусственный интеллект начнет понимать эмоции и говорить будет говорить как человек. Может быть, тогда, но это не думаю, что будет в ближайшем будущем, может быть, тогда искусственный интеллект сможет заменить учителя, но пока я не думаю, что это под угрозой. Учителя и те люди, которые работают именно с людьми. Социальные профессии пока не под угрозой. Это мое мнение. То есть, получается, пока мы точно не можем сказать, какую профессию искусственный интеллект не заменит. А если на данный момент такие профессии, которые 100% мы уверены, что в ближайшие 10-20 лет искусственный интеллект просто не может заменить? Давайте поговорим о тех профессиях, которые пока в безопасности. Это те профессии, которые связаны с людьми, то есть социальные профессии. Например, учитель, HR, который работает с людьми, да, например. Человеческий фактор, я думаю, все еще останется в ближайшее время, потому что у машин пока нет таких эмоций, понимания эмоций и понимания общего контекста. То есть некое понимание контекста есть, но в общем, пока мы до общего интеллекта не дошли.
И да, если вы работаете где-нибудь, где вы работаете с людьми, пока вы в безопасности. Получается, а что если мы не работаем с людьми? Что если у нас такая рутинная работа, допустим, водитель автомобиля и другие работы? Вот какие уже полностью искоренились или в ближайшие 10 лет работы полностью исчезнут, либо станет очень мало человеческого фактора? Исчезнут, конечно, какие-то конкретные профессии не исчезнут. Они всегда останутся, но просто сокращаются количество штатов в них. В основном так происходит такое изменение, и, конечно, на фоне всего этого надо уметь использовать, надо научиться всему этому, чтобы не потерять работу. Давайте рассмотрим такие специальные кейсы. Вот вы помните, вот, допустим, когда вы работали еще, какие были профессии, которые вот либо технологии, либо искусственный интеллект заменил, и сейчас их нету? Есть вообще то, что говорят все искусственный интеллект, внутри этого есть еще других элементов. Это анализ данных, это работа с большими данными, это машинное обучение. И вот с 2015 года я начал заниматься, по сути, статистикой, аналитической статистикой. Это база для машинного обучения. Вот. И какое изменение дало мне, скажем, вот последняя, особенно языковая модель, ChatGPT, вот прямо ChatGPT, если взять, я начал использовать где-то в январе 2022 года интенсивно. У меня были 2 ассистента по работе, одного я, скажем, сказал, давай тебе надо научиться другим работам, вот тебе надо вот другая работа, потому что, к сожалению, я не могу дать тебе такую сумму уже, потому что там ChatGPT уже делает эту работу. Вот, простой. Да. То есть, получается, люди теряют работу, потому что и ChatGPT более эффективный, ему зарплата не нужна, ему не нужен отдых, и поэтому очень много людей потеряли работу. Вот. А вот, допустим, в твоем опыте, Шурат, когда ты там работал или учился, как тебе, вот, твою жизнь, как изменил искусственный интеллект? Ну, я не соглашусь, что много человек уже потеряли работу. Ну, в моем опыте я не знаю никого, кто потерял работу, но я знаю, что уже в Таджикистане, например, помогают кредитным экспертам выдавать или отказывать кредиты в банках, во многих наших банках. Я не знаю, могу ли я их назвать, но в наших банках уже есть искусственный интеллект, который, смотря на твои данные, основываясь на твоих данных, отказывает или одобряет тебе кредит. И если что-то не так, то просто меняет сумму, которую можно одобрить. То есть уже в нашей стране внедряется искусственный интеллект, но многие этого пока не знают. То есть тот же искусственный интеллект, который заменяет, по сути, работу кредитного эксперта. Я думаю, пока они просто помогают кредитным экспертам, но, может быть, в ближайшем будущем такие работы, где много рутины, где повторяется одно и то же, я думаю, именно вот эти профессии под угрозой. Профессии, где нет человеческого фактора, и то, что очень часто повторяется, где очень часто повторяется одно и то же. Получается, мы рассмотрели, что люди, у которых рутинная, можно сказать, даже скучная работа, теряют ее. Да? А в будущем, вот если так сказать, многие наши телезрители вот сейчас выбирают себе профессию, думают, чему научиться. Какой совет можно им дать? Какая профессия появится, либо уже появилась, которая в ближайшие 10 лет будет все еще востребованной? Начнем с того, что вы сказали, скучная работа. Это зависит от человека, какая работа может быть скучной. Если вы не любите, вам не нравится работа, конечно, она скучная. Взять, допустим, человека, вот, у нас в баре продает пирожки, да? У этого человека тоже рутинная работа. Каждый день может быть 20 раз, 20 порций пирожков готовит. Может ли искусственный интеллект заменить такого человека? Пока нет, да. Пока большой вопрос. Правильно? Или, допустим, есть еще куча, допустим, артисты. Вроде у них самая интересная работа. Но есть искусственный интеллект, который рисует такие картины, что человек не может. Поэтому тут немножко как бы с этим вопросом. Это выбор профессии тоже важен. Вот. А так, конечно, сокращается вот нагрузка, за счет этого может быть потеря работы, но опять повышение квалификации дает больше опыта и повышаются шансы быть приглашенным на интервью, повышаются шансы получить работу. И, конечно, когда у человека есть такие навыки, это повышает эффективность, продуктивность. Есть такой термин, продуктивность труда. Да. Это что означает? Твой труд, твой час работы приносит больше продукта.
независимо это услуга или это какой-то производство продукта, это означает повышение дохода, зарплаты. Получается, в ближайшее время, если сократится количество рабочих мест в каких-то сферах, а в каких сферах, наоборот, увеличится количество мест? Какие есть? Ну вот раз мы чаще используем искусственный интеллект, то, наверное, более популяризируются профессии, связанные именно с искусственным интеллектом, то есть prompt engineering, люди, которые работают с искусственным интеллектом. И там уже в Америке есть профессия менеджер по AI, то есть человек, который управляет те работы, которые выполняют искусственный интеллект в компании, чтобы не слишком люди не полагались на этом, да? Не полагались на искусственный интеллект, а уже сами тоже дабл-чек проверяли, перепроверяли. Да? Да, то есть примерно появится и увеличится количество работ, которые связаны с искусственным интеллектом. А есть такие профессии, которые абсолютно ни в какое время нельзя доверить искусственному интеллекту? Не то, что даже если он сможет это сделать, просто доверить ему конечно, этого есть нельзя. целые сферы, не только конкретно профессии, целые сферы. Например, в медицине Медицина. показал провал искусственный интеллект. Конечно, там были какие-то результаты по поводу того, что оценивает там вероятность пневмонии по рентгену точнее, чем среднестатистический медик в США, но опять в целом в медицине пока что не рекомендуется использовать и не использовать люди. Там этическая сторона. И еще очень много других направлений, конкретных секторов, скажем, конкретных направлений, где пока, может быть, какие-то используются какие-то элементы, но полностью доверять Пока нет, пока да. нет. Как бы да. Можно сказать, что везде, где есть риск потерять вот что-то важное, например, жизнь человека, пока не рекомендуется. Например, во многих электромобилях Tesla уже есть функция автопилота, но многие пока ее не включают, многие ее не используют, потому что просто не доверяют ей. Те, кто доверяют, они принимают риск на себя, не на компанию Tesla, например. То есть они подписывают нужные бумаги, то, что если что-то случится, то это на ваш риск. Или в процессе обучения. Некоторые, скажем, переусердствуют, злоупотребляют, используют. В процессе обучения можно использовать. Допустим, учитель, тем более в наших классах, в наших университетах очень много студентов, нет учителя, время работать, скажем, отдельно, дает какую-то общую программу. Все идут под одной программой. Но как раз вот тут искусственный интеллект поможет построить какие-то индивидуальные программы. Плюс. Но минус, если получаешь работу, задачу от университета, от преподавателя, и делаешь с помощью интеллекта, и передаешь, сдаешь, это получается, ты просто доставщик информации, все. Ничего не читал, ничего не запомнил, ничего не анализировал, ничего не получил. Ты просто переносчик информации. От чата GPT до своего учителя, все. Это отдельная уже большая тема, то, что мозг становится ленивым, и много учеников Поэтому уже, тоже немножко быть осторожным. уже делают не сами делают домашние задания, грубо говоря. Тогда давайте рассмотрим рассмотрим Amazon. Когда, я знаю, что вы знаете эту историю, когда Amazon, он автоматизировал процессы, миллионы людей без работы остались. Но они также создали миллионы мест для людей, чтобы они там работали новых, там как программисты, инженеры. Но это Amazon, это мультимиллионная компания, даже миллиарды, поэтому у них есть такая возможность. Да. Что мы можем сделать с другими компаниями, которые либо не желают, либо не хотят этого делать? Что нужно делать людям? Если речь идет о бизнесе, конечно, у большого бизнеса есть ресурсы, у них больше, скажем, приоритетов, у них больше, так сказать, они могут, что хотят делать, а малый бизнес этого не может. Конечно, в таких ситуациях есть уже по многим странам специальные фонды, которые поддерживают малый и средний бизнес, кто не могут. Допустим, организация из 5 человек организует длинный курс по искусственному интеллекту. Не может, потому что нет ресурсов. Даже если кто-то появится, организует данный курс, не может данная маленькая организация отправить своих сотрудников на учебу, потому что Кто работает здесь, да? Вот. Поэтому для этого организуются специализированные фонды, и чтобы поддержать на переход. Иначе это, конечно, уход от конкурентоспособности и потерь, скажем, клиента и рынка. Получается,
есть фонды, которые могут поддержать. А вот также перейдем к переквалификации. Если человек сам должен переквалифицироваться, научиться чему-то новому, как ему это сделать? Во-первых, проявить интерес, не бояться этого, потому что бояться этого можно, избежать этого нельзя. То есть искусственный интеллект рано, когда-нибудь уже заменит большое количество профессий, и если вы не будете использовать искусственный интеллект, то вы останетесь позади. Так что да, не бойтесь использовать искусственный интеллект, изучайте. В какой бы вы профессии не были, вам искусственный интеллект очень сильно может помочь. Очень много бесплатных курсов по использованию искусственного интеллекта, по созданию искусственного интеллекта, базового искусственного интеллекта простых. То есть ресурсов бесплатных очень много, нужно только желание. Как можно использовать искусственный интеллект для того, чтобы полностью переквалифицироваться с 0 до 1, так скажем, и найти себе новую работу? Любой вопрос, который вы можете задавать себе, вы можете задать то же самое искусственному интеллекту, и он в большинстве случаев может помочь. То есть не надо задаваться не глупыми, а просто странными вопросами, а можно их просто задать. Не нужно ничего бояться. То есть искусственный интеллект уже может ответить на большинство даже абстрактных вопросов. Как это сделать, построить нам пошаговую инструкцию, пошаговый план, как можно сделать что-либо. Сделать либо маленький шаг, либо большой проект. Совсем уже он может вам помочь. То есть очень обширный спектр задач уже у ChatGPT. То есть он не просто помогает вам с рутинной работой, но уже может быть советчиком вашей жизни. Сейчас я включу ChatGPT, если пойдет что-то не так, вы убираете, хорошо? Все хорошо, давайте. Хорошо, сейчас. Я, допустим, я тоже использую как ассистент, в том числе для личного развития и для планирования своего года. Допустим, сейчас я попробую спросить, я давно не спросил, да, у меня, допустим, какие задачи на сегодня, какие у меня планы на сегодня и на следующий месяц. Сегодня у тебя встреча со Станахом по развитию фриланса в Таджикистане, а рабочий день заканчивается в 5 вечера. На следующий месяц у тебя планы на проект ЮНИСЕФ по карьерному консультированию, исследование рынка труда и экономической инклюзии. И также ты планируешь уделять время личному развитию, включая изучение английского и AI. Как дела с этими планами? Все отлично. А на год вообще какие планы? Три основных планов какие? Основные планы на год. Первое. Продвинуть проект карьерного консультирования Казбиман в Таджикистане. Второе. Развить навыки в AI и английском языке. Третье. Продолжить личное развитие, включая работу над диссертацией и участие в международных конференциях. Как тебе такой план? Отлично, спасибо большое. Вот. Вау. Всю информацию слил. Всю информацию. В Ничего общем, себе. вот помогает иногда планировать, тоже иногда пугает, конечно, но Да. хорошо, что не выдал лишнюю информацию. Да. Получается, в итоге очень легко использовать искусственный интеллект, очень легко зарегистрироваться в ChatGPT и вообще составить планы, чтобы либо переквалифицироваться, либо улучшить и сделать свою работу более продуктивной. Поэтому нашим зрителям, я надеюсь, вы после прослушивания этого подкаста вы начнете использовать ChatGPT или другой искусственный интеллект и упростите себе жизнь. В комментариях можете оставить свои впечатления, либо о том, как ваша жизнь персонально изменилась с помощью искусственного интеллекта. Всем спасибо за просмотр. Увидимся на следующем подкасте.